Böylelikle hürmetli seyirciler, mülfilmini seyrettik, popülerinin hikayelerinin tanış olduk. Şimdi ise bu güzel studiyada misafirimizni kabul etmeye hazırmız. Doğru, hazırmız aziz teleseyirciler. Şu sebepten bizim stüdyamızda Nail Muhammedyarov, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin Beden Terbiyesi Kafedrasının müdiri teşrif buyurdu. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Asıl sabahınız nasıl başlandı, keyifleriniz nasıl? Ну, с утра я обычно встаю, зарядку на полчаса, небольшие, так, ну, там самые простейшие упражнения, это на укрепление мышц спины, брюшного пресса, руки, приседания на полчасика. После этого кушаю, делаю абдес. Ну, во-первых, перед этим, естественно, абдес и намаз, потом зарядка, кушаю и на работу. Машалла. Айтсаңыз, бұл спортны чештіні сечіп алмақ қиын олды ма? Ve siz неден башладыңыз? Ну, в наше время многие дети, то есть вот когда я был в молодом возрасте, дети занимались в спортивных секциях. И я занимался в детстве самыми разнообразными видами спорта, в том числе там легкой атлетикой, классической борьбой, баскетболом, и все это по несколько лет. И после, когда мне исполнилось 14 лет, я начал заниматься тяжелой атлетикой, потому что у меня отец занимался тяжелой атлетикой. Он был главным технологом на заводе, на предприятии, и там им был построен спортивный зал тяжелой атлетики. Я там начал заниматься. Neticede Olimpik oyunlarının ikinci yerini kazandınız 88 senesi. Asıl nasıl Olimpik oyunlarına geldiniz? Neler yapıldı? Ne kadar yıl geçti Olimpik oyunlarına varmak için? Ну, я вот тяжелой атлетикой начал заниматься в 1976 году. И впоследствии, там, в 1982 году стал победителем первенства Европы в Болгарии. В Хасково проводились соревнования. И впоследствии там выиграл к Олимпийским играм чемпионат Советского Союза в то время. Лидером был тогда Храпатый Анатолий. Он не выступал на этом чемпионате. Ну, я всех конкурентов обошел и на Олимпийские игры поехал. Там сложилась такая ситуация, что в качестве запасного я поехал. Но в связи с тем, что там сложились тоже так обстоятельства, что мне как бы предоставили возможность и выступить на Олимпийских играх. И успешно как бы мое выступление оказалось. İnternette yazarlar ki birinci yerini alğanı aynı sizin vatandaşınız, yani Совет. Да, я то, что вот говорю, лидером это четырехкратный чемпион мира Анатолий Храпатый был. В общем-то, у него подготовка, ну, что многие понимали, что есть в спорте так, если есть лидер, под него все строится. Соответственно, вся подготовка, он идет прямым путем, как бы напрямую готовится к Олимпийским играм. В случае же всех, кто идет следующим номером, если не, то там существует конкуренция. У меня, например, конкуренция была в том числе и с Сергеем Сырцовым, нашим тоже соотечественником, атлетом с Намангана. И мы до последнего с ним соревновались, всякого рода прикидки. То есть до Олимпийских игр вот эти отборы очень много сил забрали у меня. И само, когда уже было выступление, я уже на спаде в спортивной форме как бы шел. Несмотря на это, был мною показан лучший результат. То есть я готов был, конечно, на большее, готов был соревноваться с Храпатым. Но вот сами отборы, это как бы, чтобы понятно было, на тренировках специально устраивают прикидки, и ты идешь на, вот у нас рывок и толчок, как бы два движения. И ну, как бы устраивают еженедельно, например, вы друг с другом соревнуетесь, а это забирает силы, это ломает подготовку. И получается, что человек, кто напрямую готовится, он идет по планированию подготовки, чтобы пик формы вышел именно в этот день, на день выступления соревнования. А мы уже все выдали, и я в том числе уже все выдал. И туда уже, будем говорить так, на характере выходил. На помост.
Наилбей, айтсаңыз, мына біз Қырым татарлар өз ана ватанымызға қайтып келдік. Белбетте біздің университетіміз тешкілі олынды, вес шымды сіз бұл кафедраның бөлі мүдірі оларақ сайласыңыз. Бұл үшіңіз ақында айтып берсеңіз. Что хотелось бы сказать о нашем университете. У нас университет, конечно, уникальный, будем так говорить. Начиная с нашего ректора, с его неординарным мышлением. Ну, сейчас как бы наследовал его сын. Я считаю, что это очень хорошее дело, потому что коллектив, который создан в нашем университете, он двигался все эти годы по какой-то определенной идее развития университета. И благодаря этому мы продвинулись в том числе и в области спорта в нашем вузе. Сейчас как бы его сын руководителем, ректором стал Чингис Февзиевич. Как бы идея Февзии Кубова, я бы так сказал, у нас надежда есть на то, что она будет иметь продолжение, в том числе и в области спорта. У нас есть свои наработки. У нас, когда Февзия Кубович подытоживал свою деятельность за эти более чем 20 лет работы, в нашей области он сказал такие мысли, что в то время, когда мы были в украинском пространстве, единственный наш вуз, где в программе по физической культуре, как на психолого-педагогическом факультете, был введен как обязательный предмет, это шахматы. А шахматы не просто играть, а студентов обучали именно методике преподавания шахмат. И дети, которые за годы, а это с 2005 года, ну, уже более 10 лет выпускались, то есть они начали, соответственно, 2005 год, бакалавры, это 2009 год. Вот с 2009 года те, кто выпускались, большинство из студентов, которые учились на психолого-педагогическом факультете, они владеют на сегодняшний день уникальной методикой преподавания шахмат. К сожалению, мы не смогли достучаться до Министерства образования, чтобы этих выпускников взяли на заметку, а они могли детей обучать, ну, простейшим азам шахмат. Ну, я бы так коротко сказал. Дальше у нас есть свои спортивные достижения. Ну, например, студент нашего университета, и сейчас работает нашим преподавателем, Хайсер Ибришев, он призер чемпионата мира среди взрослых и Европы. Это человек, который с 12 лет у нас в спортивной секции в нашем университете занимался. У нас есть регби, армспорт как бы один из опорных видов спорта. Регби как один из опорных видов спорта. Сейчас с этого года у нас в университете введен, как бы, начиная со второго семестра первого курса, элективный курс по физической культуре. В чем его содержание? Содержание в том, что мы, значит, предлагаем студентам, кроме обычной физической культуры, предлагаем одно занятие обычная физическая культура, второе занятие в неделю, которое проходит. Они занимаются разными видами спорта. Это виды спорта, которые представляют наши специалисты. У нас 14 штатных сотрудников, и каждый представитель разных видов спорта. То есть у нас утвержденные программы на разные виды спорта. Соответственно, дети имеют возможность заниматься разными видами спорта, а это виды спорта, начиная, как я говорил, там шахматы, регби, футбол, там настольный теннис, тяжелая атлетика. У нас 2 специалиста, кроме меня, заслуженного мастера спорта СССР. У нас кандидат наук по физической культуре с прошлого года Артем Иванов работает. Это призер, многократный призер чемпионатов Европы и мира. Ну и дальше у нас есть, в том числе занимаются, мы приняли на работу специалистов по боевым искусствам. Это кикбоксинг. У нас Замощенко Владимир Алексеевич, это заслуженный тренер Украины, человек, который подготовил ни одного призера чемпионата мира среди взрослых. Дальше есть каратэ Киокусинкай. То есть мы еще дополнительно даем возможность ознакомиться студентов с техникой, а в основном мы можем дать, в основном, основной массе как бы студентов, кто занимается физической культурой. То есть там в основном идет обучение технике исполнения именно этих упражнений. А каждый из этих видов спорта, которые мы представляем,
они развивают как бы все физические качества, и в том числе морально-волевые, при том, когда как бы студент занимается этим видом спорта, развивает все морально-волевые и физические качества, которые необходимы человеку в быту, в жизни, ну и, будем говорить так, обогащают его, в дальнейшем будут обогащать его внутренний мир и ту вторую половину дня, которую он будет после работы себе представлять. Наилбей, асыл мына спорт ақында лаф етеміз. Университетінің спорт залы ақында егер лаф етсек, бұл суалыны көтерсек, нелерін айта білесіңіз? Ну, то, что я вот вам сказал, мы набирали, соответственно, специалистов по физической культуре, и те виды спорта, которые они представляют, мы можем ввести их в тех помещениях, которые у нас в университете есть. К сожалению, у нас отсутствует специализированный спортивный зал, и за эти годы как бы есть переоборудованные помещения, в которых мы можем заниматься физической культурой. Вот в прошлом году мы приобрели специально то, что вот я вам говорил, боевые искусства специалистов мы взяли на работу. Университет приобрел татами для того, чтобы дети могли заниматься. У нас хороший тренажерный зал оснащенный. Соответственно, чтобы заниматься тяжелой атлетикой, у нас в этом тренажерном зале помосты для того, чтобы специально как бы подготовлены, чтобы штангу этому можно было сверху бросать, она мягко могла падать и как бы с меньшим шумовым эффектом. Ну, надеюсь, то есть информацию, которую мы получаем, что в ближайшее время должно начаться строительство полиэтнического центра для нашего университета, а это, если это будет построено, этот полиэтнический центр, оно, конечно, большой толчок для развития нашего университета. Там, в этом комплексе, полиэтническом центре, запланированы в том числе и специализированные залы, чтобы в дальнейшем дети могли заниматься разными игровыми видами спорта, такие как в спортивном зале, там, волейбол, баскетбол, там, гандбол, там, в том числе. Бекледжехміз. Ве оле да бір суал олacak. Асыл студентлері, өзлері бұл спорт чешітлеріне келемі, оғраша ма оларнен? Ну, я бы так сказал, по мере воспитания в семье, соответственно, и отношения к физической культуре и спорту. Конечно, немало детей, которые есть у нас в университете, которые недопонимают вообще значение того, что им пытаются дать специалисты. А то, что я вам сказал, нашу кафедру сейчас наша кафедра состоит из специалистов очень высокой квалификации. И есть, конечно, недопонимание у немалого количества студентов, зачем им вообще это надо, потому что есть такое, как бы, бытует, вот в разговорах даже иногда слышишь, что занимается студент там информатикой, он обучается там специально с программистом или бухгалтерский учет. И даже в том числе и преподаватели, выпускающие кафедры, говорят, зачем им это вообще нужно? Они специалисты умственного труда, но не понимают простой истины, что здоровье, которое даровано Аллахом, его не только нужно развивать, но и хотя бы сберечь для того, чтобы этот человек мог в дальнейшем полноценно трудиться и не загружать окружающих своими проблемами со здоровьем. Еще в далекие времена Пушкиным было четверостишее такое, как бы создано. Мой дядя самых честных правил, который, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. А это касается как раз-таки проблем со здоровьем человека. Поэтому пожелание, конечно, что заниматься детям физической культурой побольше и в дальнейшем в жизни всем я рекомендую хотя бы полчаса уделять своему физическому состоянию. А то, что вот касается там, конечно, единичных таких примеров, это я вам пример привел, там вот Хайсера Ибришева, потом у нас команда, например, до недавнего времени наша команда КИПУ по шахматам более 10 лет
победитель первенства Крыма по шахматам в команде. У нас хороший специалист работает, это Курбединов Рамис Ясерович, он международный мастер по шахматам. То есть везде мы постарались подтянуть ведущих специалистов. Аңлашылды, çok sağ olunuz böyle cevaplar için. Nail Bey sonunda öyle bizim seyircilerimiz için nelerini айтмаға ister ediniz, nelerini tilemege ister ediniz. Öyle пожелание, совет, neler olacak? Ну, я его уже озвучил, в отношении, что обязательно уделять в день, ежедневно, я бы сказал, ежедневно своему физическому состоянию. У меня есть хороший мой товарищ, который, когда появляется проблема со спиной, он ко мне снова приходит, Хотелось бы, чтобы каждый из нас не доводил до проблемы, а занимался своим здоровьем, как мы занимаемся с утра чисткой зубов ежедневно, чтобы у нас здоровые жизни, чтобы у нас здоровые зубы были. Вот такое, хотелось бы пожелание. Ну и в общем, пожелание для нашего народа, пожелание обратить на себя внимание, упорядочить каждому из нас свой режим труда и отдыха. Отсюда будет строиться, что человек может все запланированное осуществлять, а если это будет осуществляться, у нас будет большой прогресс. Çok sağ olunuz. Teşrif buyurganınız için ve sizge sağlık dileyimiz ve işlerinizde muvaffakiyet. Sağ olunuz. Hürmetli seyirciler, yayınımız devam etmekte. Biz şimdi birçok öyle sport hakkında mevzunu açıkladık ve bu mevzunu devam edecekmiz. Asıl da sağlık mevzusunu devam edecekmiz. Doğru aytasın Ayli Neler ve olacak? efirde sağlam hayat rubrikası gerekli mahsulatlar hakkında sizge tarif edecek. Siz her bir şeyini anlarsınız. Buyurunuz.